В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В этом году два исследователя из Северо-Восточного федерального университета удостоены гранта президента страны на развитие науки. Господдержка оказывается наиболее перспективным молодым ученым России. В области знаний сельскохозяйственной науки награда вручена Василию Нахсорову, доценту Института естественных наук СВФО, кандидату биологических наук. И сегодня он гость нашей студии. Василий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. Хотелось бы узнать, как вы пришли в науку. Расскажите о себе поподробнее. Ну, я начал заниматься наукой в студенческие годы. В 2009 году на третьем курсе стажировался по практике в Институте биологических проблем коррелитозоны СОРАН, Сибирского отделения Российской академии наук. И вот там у меня начались первые шаги в науке. И благодаря моему научному руководителю, благодаря сотрудникам лаборатории мы успешно сделали первые шаги, наверное, в науку. Вот. За какие исследования вы получили грант и на что будут потрачены выделенные средства? Ну, исследование направлено на выявление химического состава растений. Ну, в основном это касается исследования липидов и жирных кислот в растительных тканях. Наш грант нацелен на выявление наиболее перспективных кормовых растений Якутии. Ну, как мы знаем, кормовая база нашей Якутии в основном состоит из естественных угодий, кормовых угодий. И вот как раз грант нацелен на выявление химического состава, метаболомной адаптации растительности, ну и так далее. Как этот грант может отразиться на карьере ученого, на ваш взгляд? Ну, грант президента Российской Федерации является для кандидатов наук является, как сказать, наиболее таким для подготовки докторской диссертации, скорее всего, он направлен будет, да, поможет в основном в этом. Наверное, как-то так. Хотелось бы узнать о самом механизме получения гранта. Это же достаточно серьезная награда. Как это все получается? Как это работает? Ну, система подачи гранта, она электронная, ведется все электронно. Допускаются к участию кандидаты наук, молодые ученые до 35 лет. Ну и за последние 3 года у тебя должны быть опубликованы статьи в журналах, международных журналах, базах данных, Web of Science, Scopus, допустим, да. Ну, вот основные критерии. То есть молодой ученый до 35 лет, и основные результаты у тебя должны быть опубликованы в международных журналах высокорейтинговых. А система подачи, она электронная. Любой ученый молодой может подать заявку с любой точки России и так далее. Если говорить о нашем Северо-Восточном федеральном университете, как у нас организована исследовательская работа? Ну, наше исследование проводится в лаборатории Арктического инновационного центра. Да? У нас есть вся необходимая приборная база для таких исследований, да? В основном для установления химического состава, для установления питательной ценности растений кормовых, лекарственных тоже растений. Да? В нашем университете также работают и другие ученые по другим направлениям, да, которые помогают в реализации данного проекта, допустим. Получение гранта сейчас, в наше время, это единственный способ получить дополнительное финансирование для своих работ, для дальнейшего развития науки? Или есть какие-то другие способы получить средства? Грант является основным средством для поддержки ученых. Ну и, как сказать, сейчас, допустим, другие фонды, да, мы знаем сейчас, что Российский фонд фундаментальных исследований присоединился к Российскому научному фонду, но говорят, что средства не уменьшатся
Ну, не знаю, как будет, посмотрим. Но гранты являются, да, основным средством поддержки ученых на самом деле. Хотелось бы узнать подробнее, о чем ваша работа, вот что она даст конкретно вообще развитию, может быть, нашей Якутии или сельскому хозяйству нашей Якутии. Ага. Ну, наша работа нацелена на, как я сказал, на изучение химического состава растений, да. Мы изучаем липиды, полиненасыщенные жирные кислоты, да, в тканях растений. Они, кстати, не синтезируются в нашем организме и в организме животных, а животные и человек получают только, ну, с пищей, да, эссенциальные. Мы как раз-таки исследуем необычные липиды, они называются бетаиновые липиды, да. Они были обнаружены в тканях хвощей, которые произрастают на северо-востоке нашей Якутии, в Верхоянске, да. Эти липиды являются необычными липидами, они ну, не обнаруживаются у цветковых растений, да, у высших растений, а вот как раз-таки обнаруживается вот у хвощей. И вот нами было замечено о том, что хвощи, лошади, поедающие хвощевые угодья, да, нагулявшиеся на хвощевых угодьях, накапливают в себе слой жира. И вот как раз-таки было обнаружено в тканях хвощей необычный, во-первых, кетокаротиноид родоксантин, который окрашивается в розовый и красный цвет. Из-за этого, кстати, мы предполагаем о том, что в жире якутской лошади, вот как раз-таки верхоянской якутской лошади, как раз-таки и розовая краска. Да? И, во-вторых, еще в тканях этих растений обнаружена необычная для растений высоконенасыщенная кислота эйкоза-тетраеновая. Она имеет 4 двойных связи, вот, и мы предполагаем о том, что вот эти жирные кислоты, они помогают растительным организмам выживать в таких вот экстремальных условиях нашей Якутии. Ну, то есть, И помогают даже вот, и помогают нашим животным выживать в таких суровых климатических условиях тоже. можно ли сказать о том, что ваши исследования могут привести к каким-то, может быть, прорывам в области лекарственного обеспечения, или в каких-то других сферах жизни? Как вы считаете? Ну, мы считаем, что да, действительно наши исследования могут внести хороший фундаментальный вклад, да, ну и прикладной вклад. Ну, допустим, вот недавно нами был получен патент на изобретение, способ получения растительного сырья с повышенным содержанием каротиноидов. И вот как раз-таки мы разработали способ, как получить лекарственное сырье, растительное сырье с повышенным содержанием в этих каротиноидах. Каротиноиды — это вещества, пигменты, да, они не синтезируются также в организме животных и человека. И вот человек и животные получаем только с помощью пищи, вот эти вещества. Как раз-таки к ним относятся лютеин и бета-каротин. Бета-каротин — это провитамин А, который необходим, ну, для наших глаз и так далее. Какие направления физиологии и биохимии растений сегодня наиболее перспективны с точки зрения исследований? Ну, в физиологии и биохимии растений наиболее перспективными на сегодняшний день исследования являются, конечно же, такие исследования генов растений, то есть это получение трансгенных растений, да, то есть когда ученые внедряют какие-то гены, меняют гены, да, допустим, устойчивость к холоду, могут растения, ну, внедрить гены устойчивости к холоду. Тогда растения могут выживать в очень экстремальных условиях, да. Это, допустим, ну, в основном помогает как раз-таки сельскому хозяйству, да. И второе такое важное исследование физиологии растений — это калусные культуры клеток. Это наиболее сейчас перспективное, модное, да, направление, когда из калусов, то есть это калус — это клетки, которые способны дать ну, жизнь целому растению. И вот с помощью калусной культуры можно легко ну, в питательной среде там, быстро вырастить растения необходимые. Ну, допустим, это исчезающие виды растений могут быть, да, или там редкие виды растений, которые могут накапливать большое количество биологически активных веществ в своих тканях. И вот и наше направление, третье направление — это физиология растений, очень распространено тоже. Это
экофизиологии растений, то есть экологическая физиология, которая занимается как раз-таки выявлением механизмов адаптации растений к меняющимся условиям. Вот, допустим, к условиям климата, к условиям экосистем Якутии и так далее. Э, Грозит ли какими-либо опасностями вот такое вот вмешательство, так сказать, в гены растений? Ну, трансгенные, ну, это сейчас большая дискуссия идет между учеными, да. Некоторые считают, что никакого вреда нету, некоторые считают, что действительно трансгенные могут быть опасные. Но две точки зрения. Тут не скажешь, что мы хотим получить хорошую продукцию, много, но и не хотим вредить своему здоровью, да. Это ну, два конца, можно так сказать. Сотрудничаете ли вы с другими научными организациями и непосредственно с фермерами по консультированию по кормам, по растениям с целью повысить и укрепить их поголовье? Ну, мы сотрудничаем с другими институтами РАН, да. Это, допустим, Сибирский институт физиологии и биохимии растений, город Иркутск. Мы тесно с ними сотрудничаем в последнее время. Также сотрудничаем с Институтом биофизики РАН в городе Красноярске. Ну, тесно взаимодействуем с ними. Во-первых, потому что у них есть приборная хорошая база, да, на мировом уровне, которые работают. Ну и по написанию статей и так далее. А насчет консультирования с фермерами, ну, прямого консультирования у нас, к сожалению, не было. Вот. Ну, к нам обращаются разные, ну, допустим, вот с Якутским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства мы тоже сотрудничаем, лаборатория коневодства у нас с нами сотрудничает, да, ну, какие-то совместные исследования проводятся, да, насчет вот как раз-таки лошадей, коневодства и так далее. Василий Васильевич, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо. Напомню о работе в области сельскохозяйственных наук. Мы говорили с Василием Нохсоровым, доцентом Института естественных наук СВФУ, кандидатом биологических наук. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.